Этнические казахи, беженцы из лагерей перевоспитания в Синьцзяне, показали на следственном эксперименте, как именно они бежали от китайских властей на историческую родину. В настоящий момент мы с ребятами, у них никаких жалоб, заявлений нету, с ними все в порядке, можете не переживать. В зоопарке Душанбе продолжают гибнуть редкие животные. Ситуация патовая. Закрыть зоосад власти не соглашаются, построить новый не торопятся. Люди говорят, что на всю округу слышны эти вой и рев этих голодных животных. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Лишен всех почестей и наград, Алматинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам лишил Константина Сыроежкина казахстанского гражданства. Самый известный и авторитетный ученый-синолог Центральной Азии ранее был обвинен Комитетом нацбезопасности в государственной измене, а 7 октября суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Согласно приговору, после завершения срока заключения Константина Сыроежкина выдворят за пределы Казахстана. Куда? Непонятно. А еще запретят ему въезжать в страну 5 лет. Ученики, друзья и коллеги Константина Сыроежкина со всего мира написали открытое обращение к главам Казахстана, Китая, России с просьбой содействовать в освобождении ученого. Наше серьезное беспокойство вызывает не только нелепость самого обвинения, крайняя жестокость и очевидная несправедливость вынесенного приговора, но и то, что Константин Львович Сыроежкин испытывает большие проблемы со здоровьем. С учетом всего этого и многого другого, что невозможно выразить словами, мы очень просим вас применить всю вашу власть и весь ваш авторитет для того, чтобы Константин Львович Сыроежкин в самые кратчайшие сроки был освобожден, помилован, прошел серьезную реабилитацию и вернулся к научной деятельности. Тем временем официальных разъяснений по этому делу нет. Известно лишь, что Сыроежкин не признал своей вины. Из-за закрытости следствий суда в СМИ начались спекуляции. Так, американская газета Wall Street Journal написала, что Сыроежкин, возможно, передавал секретные документы людям, связанным с китайской разведкой. Издание также указало на примечательный факт из биографии Константина Сыроежкина. Он был советником Касым-Жомарта Токаева в годы, когда тот работал премьер-министром. Это подтолкнуло ряд экспертов к версии, что дело ученого не что иное, как попытка давления на действующего президента. Впрочем, к этой версии многие аналитики отнеслись скептически. Казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек Бисибаев говорит, что приговор Сыроежкина вызывает у него ряд вопросов. Если господин Сыроежкин передавал какие-то секреты вот куда-то, в данном случае не важно какая страна, но он-то был сотрудником Казахстанского института стратегических исследований. Сотрудник вот этого Казахстанского института, он просто анализирует какую-то информацию, готовит наверх, но он не получает информацию сверху. То есть у него вряд ли был доступ к государственным секретам. Ну, я так предполагаю. Вот, соответственно, значит, если он продавал государственные секреты, значит, откуда ты их брал? Возникает вопрос, а кто ему давал? Первомайский районный суд отказался изменить меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву. Его адвокаты попросили выпустить бывшего президента под домашний арест. Защита полагает, что политик должен находиться под госохраной, а лишение его статуса неприкосновенности было незаконным. Напомню, бывший глава Кыргызстана обвиняется в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. О том, как проходило заседание, расскажет Джибек Бегалиева. Сейчас, кроме дела Алмазбека Атамбаева, в здании Первомайского суда, где обычно проходят самые громкие процессы, рассматривают и дела с участием его приближенных. По соседству с залом, где судят бывшего президента, уже начался процесс по делу о коррупции при реконструкции Государственного исторического музея. Одной из подозреваемых по нему проходит экс-советница Атамбаева Мира Карыбаева. Но самое пристальное внимание сейчас, конечно, приковано к суду, где обвиняемым проходит сам Атамбаев. Десятки томов его уголовного дела выносят и заносят сразу несколько судебных приставов. Здесь мы еще не дошли до заявление ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Мы там будем заявлять еще, чтобы нам выдали копии тех материалов, которые незаконно и необоснованно засекретили. Вот. А в процессе следствия нам предоставили недостаточно времени для того, чтобы мы плотно ознакомились и полно ознакомились со всеми материалами дела. Сейчас будем добирать это в суде. Бывшего президента обвиняют в том, что он помог выйти на свободу вору в законе Азизу Батукаеву, которому оставалось отсидеть еще около 15 лет. Предварительные слушания, где решаются организационные моменты процесса, проходят в закрытом режиме без участия Алмазбека Атамбаева, который уже третий раз отказывается явиться в суд. Атамбаев согласен не участвовать в предварительных слушаниях. Он подписал документ. На основании этого заявления суд решил провести предварительные слушания без его участия. Атамбаев не намерен участвовать и в последующих заседаниях суда, а нормы по принудительному привлечению
переводы на судебный процесс в законе не прописаны. Всего по громкому уголовному делу проходят 19 человек. 14 из них подписали соглашение со следствием. Один из них, это экс-председатель Совета Безопасности, находится в бегах. Обвинение прокуроры предъявили остальным 4 фигурантам. Это бывший директор Центра онкологии, в котором у заключенного нашли рак крови, экс-советник главы службы исполнения наказания Алмазбек Атамбаев и бывший генпрокурор Индира Джолдубаева, которая все еще избегает любого общения с прессой. Суд в итоге после перерыва решил, что процесс может проходить и без участия Алмазбека Атамбаева. Как предполагают его адвокаты, предварительные слушания, возможно, могут завершиться завтра, и суд назначит дату начала рассмотрения дела. Будет в них участвовать Алмазбек Атамбаев, или он так же, как сегодня, не будет появляться в суде, пока неизвестно. На Хлопковом поле в Сырдаринской области Узбекистана скончались 2 солдата. На них наехал трактор, пока они спали. Солдаты собирали хлопок. Туда их отправили из Ферганской области, где они проходили военную службу по призыву. В областном управлении здравоохранения нашим коллегам из узбекской службы «Радио Свобода» Озодлик рассказали, что погибшим было чуть больше 20 лет. В момент, когда их задавил груженный трактор, они спали в поле прямо в Варыке. Парни были в военной форме. Это несчастный случай, который никто не мог предвидеть, рассказали чиновники. По данным правозащитного альянса Узбекистана, расследованием смерти солдат занимается УВД Сырдаринской области. Правозащитники потребовали от властей проведения расследования по факту гибели 2 парней и срочного вывоза солдат с хлопковых полей. Они считают, что воинская служба не связана со сбором хлопка. В большинстве регионов Узбекистана собирать хлопковый урожай начали в сентябре. И несмотря на то, что узбекские власти пообещали не принуждать граждан к этим работам, в редакцию узбекской службы «Радио Свобода» продолжают поступать сообщения о том, что работников государственных организаций и учреждений выгоняют на хлопковые поля. Задержанных в Алматы 2 этнических казахов из Синьцзяня увезли на следственный эксперимент. В отношении них началось досудебное расследование по статье о незаконном пересечении границы. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал их адвокат Бауржан Азанов. Накануне 2 граждан Китая рассказали, как они без документов перешли китайско-казахскую границу, после чего сдались казахстанским властям и попросили политическое убежище. И вот буквально несколько часов назад в этом деле появились новые подробности. О них расскажет Шалпан Разбекова. Беженцев из Китая минувшей ночью сотрудники пограничной службы увезли в Восточный Казахстан для эксперимента на месте. Сейчас они все еще в пути, но по прибытию Мурагер Алимулы и Кастер Мусахан должны будут показать, какими именно путями они добирались до Алматы. О своем 10-дневном пути ранее они рассказывали журналистам. По словам Алимула и Мусахана, им пришлось бежать из Китая, минуя все контрольно-пропускные пункты. Они перешли границу в Восточно-Казахстанской области рядом с селом Шелекта. Этот путь занял у них ровно 5 дней. Затем на такси и попутках беженцы добрались до Алматы. Теперь свой путь им предстоит показать следователям. По словам адвоката Бауржана Азанова, опасность беженцам не грозит. Все действия со стороны пограничников проводятся в рамках закона. Сейчас находимся в городе Усть-Каменогорске. В Каменогорск сейчас поедем на легковом или там, не знаю, на каком-то транспорте в Зайсан, чтобы продолжить следственные действия. В настоящий момент мы вот с ребятами, у них никаких жалоб, заявлений нету, с ними все в порядке, можете не переживать. Между тем, представители погранслужбы распространили официальное сообщение о том, что Алимула и Мусакан не являются задержанными. В здании пограничного ведомства они находились добровольно. В распространенном пресс-релизе привлекает внимание еще один фрагмент. В нем говорится, что на счету одного из беженцев уже есть депортация из Казахстана. 10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование в отношении граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастера Мусакан по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». При этом они не были задержаны. Мера пресечения им не избиралась. Также установлено, что в июне 2006 года Мусакан Улы уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР. Адвокат Азанов информацию пограничной службы ставит под сомнение. Говорит, что этот момент еще нужно проверить. Я же напомню, что накануне 2 граждан Китая пересекли казахстанско-китайскую границу без документов. Бежать из страны, где у них остались семьи, они решили из-за политики официального Пекина в Синьцзяне. Мужчины в очередной раз доказали существование лагерей политического воспитания и применение там жестоких пыток. Мурагер Алимула и Кастер Мусахан готовы понести наказание за незаконное пересечение границ Казахстана. Они также просят предоставить им политическое убежище.
В Туркменистане заблокировали доступ к облачному хранилищу данных Google. Об этом сообщает информационный портал turkmen.news со ссылкой на отчет шведской неправительственной организации Careem Media Foundation. У журналистов свидетельства блокировки появились еще в июле. Тогда в облаке Google было размещено зеркало заблокированного в стране сайта Turkmen News. В течение нескольких дней дублирующий сайт был доступен, однако затем доступ пропал. Эксперты Careem Media Foundation выяснили, что единственный в Туркменистане провайдер Turkmen Telecom перекрывает доступ путем подмены DNS-сервера и выдачи ложного IP-адреса. По мнению опрошенных IT-специалистов, блокировка облака Google весьма дорогое удовольствие. Нужно оплачивать работу сотрудников, устанавливать специальные программы и закупать дополнительные серверы, пишет издание. Отмечу, в начале октября власти Туркменистана заблокировали самые популярные VPN-приложения, которые служат для обхода блокировок в интернете. В Туркменистане заблокированы все популярные зарубежные соцсети, все независимые СМИ, а также любые сайты, на которых можно встретить критические отзывы о властях страны. Турция несет полную ответственность за возможное возрождение так называемого исламского государства. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер. Вашингтон ввел ряд санкций против Анкары в связи с военной операцией Турции против курдов на северо-востоке Сирии. С подробностями Ольга Жернасек. Несколько детей попали в больницу с тяжелыми ранениями после обстрела войсками Турции деревни в районе Манбиджа. Этот город находится на линии наступления турецких военных на сирийских курдов. Курдское телевидение сообщило, что в результате атаки погибли 2 мирных жителя, 13 получили ранения. Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит операцию до полного устранения, цитата, террористической угрозы. К настоящему времени нам удалось освободить от террористов территорию площадью в 1000 квадратных километров. Даст Бог, в скором времени мы создадим зону безопасности от Манджиба до границы с Ираком. На первом этапе мы предоставим возможность 1 миллиону, затем 2 миллионам сирийских беженцев вернуться в свои дома. Террористами Эрдоган называет курдские отряды народной самообороны, расположенные на северо-востоке Сирии. Анкара считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции. Именно против отрядов народной самообороны 9 октября началась операция под названием «Источник мира». Ее осудили в том числе партнеры Турции по НАТО. Многие союзники по НАТО очень критически настроены и осуждают военную операцию на севере Сирии. Я также выразил серьезную обеспокоенность по поводу этой военной операции в Стамбуле в пятницу. Я обеспокоен тем, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Атака турецких военных на курдов началась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение, в свою очередь, осудил американский истеблишмент, поскольку курды являются союзником США в борьбе с ИГИЛом. Накануне Вашингтон ввел санкции против Анкары. В ответ турецкие власти заявили, что это сделает их страну только сильнее. Санкции не повлияют на экономику Турции. Америка уже наносит Турции всевозможный вред. Я не думаю, что она может навредить больше. Турция находится в такой ситуации, что если не Америка, то Россия. Ни одна из сторон не хотела бы потерять Турцию. На мой взгляд, Турция очень мощная страна. В то же время Россия считает турецкую операцию в Сирии неприемлемой. Об этом сегодня заявил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Ранее на сирийской авиабазе Хмеймим представители курдов и официального Дамаска провели переговоры, после чего сирийские войска разместились на позициях курдов. Сегодня Минобороны России заявила, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем. Также в ведомстве сообщили, что границы округа контролирует российская военная полиция. Ольга Жернасек. Настоящее время. Смотрите далее в нашей программе. В зоопарке Душанбе продолжают гибнуть редкие животные. Ситуация патовая. Закрыть зоосад власти не соглашаются, построить новый не торопятся. Люди говорят, что на всю округу слышны эти вой и рев этих голодных животных. Примерно 70% семей в Таджикистане живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Такую статистику распространил Нацбанк Таджикистана. Согласно опросу населения, который был проведен совместно с научно-исследовательским институтом, только 3 из 10 семей в республике живут за счет собственного заработка внутри страны.
Исследователи выяснили, что почти 53% поступающих от мигрантов денег респонденты тратят на оплату обучения детей, лечения и покупку лекарств. Чуть больше 11% расходуются на проведение торжеств и обрядов, почти 16,5% люди откладывают на покупку жилья или же расходуют на его строительство, и только 15% люди направляют на развитие бизнеса или откладывают, покупая золотые ювелирные изделия. Главной целью проведенного Нацбанком опроса было выяснить, желают ли родственники мигрантов хранить полученные деньги в таджикистанских банков. На этот вопрос положительно ответили 46% респондентов, а более 38% опрошенных предпочли хранить деньги у себя дома. Я напомню, по итогам прошлого года трудовые мигранты из России перевели в Таджикистан более 2,5 миллиардов долларов. Эта сумма сопоставима с более чем третью ВВП. Большинство международных финансовых институтов отмечают, что денежные переводы трудовых мигрантов в настоящее время остаются важным источником социальной стабильности в этой стране. Еще 2 животных скончались в Душанбинском зоопарке: сибирский морал и страус. В таджикском сегменте соцсетей зоопарк уже давно называют лагерем смерти для животных. С 2015 года здесь погибли бегемот, кенгуру, несколько пони и антилопа. Редкие птицы и мелкие животные мрут постоянно. Тесные вольеры и плохое питание – основная причина их гибели, говорят специалисты. Жители города требуют закрыть зоопарк, но власти эти требования игнорируют. Анушер Ванарипов продолжит. После публикации в сети фотографий мертвого страуса и морала со спиленными рогами, который тоже позже умер в столичном зоопарке, активисты соцсетей снова потребовали его закрытия. Животные здесь гибнут регулярно. Несмотря на обещания столичных властей о том, что они наведут порядок, после каждого нового инцидента ничего не меняется. Лагерь смерти для животных, как его называют в сети, нужно закрывать, чтобы спасти его обитателей, уверены люди. Так просто это дело не решишь. Нужно почаще собираться у зоопарка и требовать его закрытия. А писанина не поможет. Этот концлагерь для животных давно пора закрыть. Может, мэру города написать? Это же столица, как так можно? Закрыть этот лагерь смерти, и все. Животных в зоопарке держат в маленьких клетушках с бетонными полами. Зимой здесь холодно, а летом стоит невыносимая жара, говорят специалисты. Клетки хоть и моют регулярно, но вонь чувствуется даже за пределами зоопарка. Животных кормят не предназначенными для них и не подходящими продуктами, просрочкой из магазинов города. Так что неудивительно, что звери и птицы гибнут так часто, уверены активисты. До этого там умирали и пони, и антилопы, и совы каждый день там мрут, и кормят их плохо, что люди говорят, что на всю округу там слышны эти вой и рев этих голодных животных. Ну, это просто ужасно в центре города иметь такой зоопарк. И мы попросили, чтобы Хукумат официально нам ответил, так как по телефону и в прямом интервью нам они не отвечают. Ветеринары зоопарка уверяют, что страус был не их. Птицу привезли с местной фермы на лечение. Лекарства не помогли. А вот олень свой. Рога ему спилили, потому что он часто ими цеплялся за ограду. А пало животное позже от отравления. Еще 2 отравившихся оленей удалось спасти. Мы оказали первую помощь 3 оленям. Провели кровопускание, вымыли животных, дали глюкозу внутривенно и подкожно ввели кофеин. Накормили животных молочной продукцией и активированным углем. О том, что условия для содержания животных в столичном зоопарке никуда не годятся, в местной администрации понимают, но ничего сделать с этим не получается. Остается только продолжать работу. А с тем, что кормов не хватает и животных кормят некачественными продуктами, работники не согласны. Еда хоть и просроченная, но откровенные отходы животным никто не дает. У нас 2 ветеринара, и каждый день по очереди они проверяют санитарное состояние всего зоопарка и вольера в состоянии животных. Если они видят, что что-то не так, сразу принимают меры. Или иногда посетители обращаются к нам, когда нужно принять меры. Уже 5 лет власти обещают построить в столице новый зоопарк, в несколько раз больше существующего и отвечающий всем международным стандартам и требованиям. Подразумевалось, что всех животных из старого зоологического парка переведут туда, но пока ничего не сделано. Будет ли зоопарк построен в ближайшие годы? В этом тоже нет никакой уверенности. Анушер Ванарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.
Дорогая буханка. В Узбекистане ожидается подорожание хлеба почти наполовину. Как сообщают местные СМИ, это произойдет из-за либерализации цен на зерно и муку. Сообщается, что в результате этого цена за 1 килограмм муки может вырасти с 1400 сумов до 2500 или с 15 до 25 центов. Сейчас оптовая цена стандартной буханки примерно 1000 сумов, это 11 центов. В ближайшее время она подорожает до 1500 сумов. В последний раз резкий скачок цен на хлеб в Узбекистане наблюдался в сентябре прошлого года. Тогда буханка хлеба подорожала на 350 сумов. Издание kun.ru, ссылаясь на свои источники в правительстве Узбекистана, сообщает, что в случае изменения цен на хлеб власти планируют увеличить размер компенсации малоимущим и многодетным семьям. Сейчас государство выплачивает на каждого члена семьи по 22 500 сумов ежемесячно, и эта сумма может вырасти вдвое. Сегодня Международный день сельских женщин. Эта дата провозглашена Генассамблеей ООН и призвана напомнить обществу, насколько важен их труд. Джазгуль Гимбердиева расскажет о том, как живут и чем зарабатывают сельские женщины Кыргызстана в условиях тотальной безработицы из-за различных стереотипов. Анжелика, мадам Помпадур. На местном рынке эти иностранные имена звучат весьма экзотично. Впрочем, товар тоже необычный. Фарида перечисляет названия сортов фиалок, которыми торгует. На Сузакский районный рынок торговать цветами она выходит раз в неделю. И так продолжается последние 3 года. Ровно столько времени прошло с тех пор, как Фарида начала выращивать цветы. Особенно у нас в ауле нет работы, особенной работы. Ну, что-то начинает, вот женщины у нас боятся. На самом деле поддержки не хватает для женщин. Поэтому они боятся что-то начинать. Мужики считают, что женщина надо сидеть дома, ухаживать за детьми и ничего не делать. Перебороть самой эти стереотипы было нелегко, признается Фарида. Первое время она выходила на рынок втайне от семьи. И только когда годовой доход составил почти $2000, а это большие деньги для села, она смогла доказать, что может зарабатывать и сама вести бизнес. Сейчас выращенные своими руками фиалки продает не только на рынке, но и через Инстаграм-аккаунт. Здесь регулярно размещаются фотографии и видео цветов. Вот наша комната для фиалочки. Вот у нас мы живем в трехкомнатный дома. Один из них специально ободроли для фиалки. Фиалки не переносят попадание прямых солнечных лучей, нужны специальные лампы, обильный полив их тоже погубит. Но при правильном уходе фиалка может цвести круглый год. Обычно огородный грунт не пойдет для фиалки. Мы все цветочные специально купим такой рыхлый грунт из магазина. Эти навыки Фарида освоила самостоятельно с помощью интернета. Позже получила поддержку через программу 4 агентств Организации Объединенных Наций в виде дополнительных навыков по ведению бизнеса и продовольственной помощи. Я с самого начала думала, что для дохода. Это неправильно. Если для дохода вы выращиваете, это самой цветы не любите, тогда не получится ничего у вас. Если одновременно любите фиалки, тогда у вас все получится. Для начала любит и не думает о доходе. Потом все получится. Раньше единственным постоянным доходом этой семьи с 3 детьми было социальное пособие в размере 2500 сомов в месяц. Это $35. Теперь же, став предпринимательницей, Фарида превратилась в самого настоящего бизнес-тренера и мотиватора регионального значения. Сейчас сельская женщина успевает выполнять как рутинные домашние задачи, так и зарабатывать на жизнь любимым делом. В ее комнате растет более 200 разновидностей фиалок. Джазгуль Гимбердиева, Азат Интымаков. Настоящее время Азия, Кыргызстан, Джалалабадская область. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Если не предпринять меры, удмуртский язык исчезнет. Он хотел показать протест против действующей власти. Он был очень жизнелюбивый человек и уж как раз антисуицидник. Вот здесь он сидел. Да, никто не ожидал, что он такой способен так закончить. Вот это был его такой следующий шаг в борьбе за сохранение нашей удмуртской культуры и сохранение языка.
Бывшие рекетиры, сняв штаны с лампасами, выбросив биты, нашли новую тему. Оказалось, что завладеть бизнесом можно и без стрельбы. У всякого бандита на все есть бумажка. Проведение криминала. Признание. Царица доказательств.